Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменский фильм взял первое место на международном кинофестивале «Рассвет Аркадага». Для граждан Туркменистана продлили сроки приема заявок на бесплатное обучение в РФ. В аэропорту Туркменабада впервые приземлился самолет грузинской авиакомпании и другие новости. Фильм режиссера Сапардурды Аннаева занял первое место на кинофестивале «Рассвет Аркадага». В рамках церемонии награждения победителю был вручен кубок в виде монумента коня Акхана. В тройку призеров вошли режиссеры из Киргизстана и Казахстана. Помимо этого, награды за вклад в развитие киноискусства региона удостоены представительства телеканала ТРТ в Туркменистане, турецкая кинокомпания «Боздак Групп» и российский фильм о Халтыке студии «Артидок». Прием заявок на обучение в российских вузах по квоте правительства РФ на 2024 и 2025 годы продлили для граждан Туркменистана до 1 декабря. Чтобы отправить заявку на бесплатное обучение в вузах России, гражданам Туркменистана необходимо зарегистрироваться на сайте, который вы видите на своих экранах. Для этого надо заполнить электронную анкету и прикрепить к ней отсканированные копии паспорта для заграничных поездок и документов об образовании. Самолет грузинской компании Geosky Airlines совершил первую посадку в международном аэропорту Туркменабада. Грузинская авиакомпания осуществляет грузовые рейсы по маршрутам Тбилиси, Джинджоу, Туркменабад, Сарагоса, Тбилиси. В ходе очередной онлайн-встречи посла Туркменистана в Грузии с руководством авиакомпании Geosky Airlines было отмечено, что Туркменабадский международный аэропорт свяжет Грузию с азиатскими и европейскими городами. 4 ноября во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоится концерт туркменских и французских композиторов. Концерт возглавит знаменитый французский дирижер Дэвид Херпо, который выступит с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана. Творческие коллективы из Туркменистана приняли участие в торжественном вечере и гала-концерте, посвященном 30-летию Международной организации тюркской культуры в Баку. Художественная часть вечера состояла из грандиозной концертной программы, которая прошла с участием танцоров, исполнителей, музыкантов, актеров и других мастеров искусств из Туркменистана, Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизстана и Узбекистана. Netflix планирует открыть сеть розничных офлайн-магазинов с товарами своего бренда. Магазины Netflix House откроются в 2025 году. В них будут функционировать аттракционы по сюжетам сериалов стрим-сервиса, магазины одежды и сувениров, рестораны тематической еды, а также полоса препятствий. Первые магазины Netflix House появятся в США, но в планах корпорации открыть аналогичные точки в других странах по всему миру. 73-летний житель Казахстана Сарсенбай Кутарашев путешествует по миру пешком и уже дошел до Стамбула. Аксакал начал свое путешествие из родного города Улытау в марте. В начале октября он был уже в Анкаре. Здесь, в посольстве Казахстана в Турции, ему был устроен теплый прием. Сарсенбай Кутарашев предпринял свое путешествие с целью познакомить жителей других стран с традициями и историей Казахстана и священными местами Улытауского района, поспособствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО, а также попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Футболисты «Динамо» под руководством Курбана Бердыева победили «Черноморец» из Новороссийска в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Махачкале на Анжи-арене и завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. Таким образом, команда туркменского специалиста набрала 27 очков и занимает вторую строчку первой лиги, уступая лидирующей Алании лишь 1 очко. Сборная Ирана одержала уверенную победу над командой Иордании в товарищеском матче. Встреча состоялась в Омане и завершилась в пользу гостей со счетом 3-1. В составе сборной Ирана забитым мячом отметился форвард итальянской Ромы Сердар Азмун. Для Азмуна гол стал 46-м за сборную, и теперь он всего на 4 мяча отстает от Карима Багири, второго бомбардира в истории команды. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.